Я не знаю, какие цели, сделав данное заявление, преследует бывший министр экономики, бывший вице-премьер. Будет правильно, если он назовет конкретные имена, потому что виновность предполагает персонифицированный подход. Кто именно, о ком идет речь? 50 миллионов, которые были озвучены не раз, и абхазским телевидением, кстати. Потом дали опровержение, это касалось оплачивания работ, то есть приглашенные подрядчики, которых пригласили, им планировалось оплатить их работу. Хотя на рынке такая работа стоит примерно тоже 22-23 миллиона. Это тоже легко узнать. Но самое главное, что привлекая подрядчиков, не было проектно-сметной документации, ни планов работы. Это озвучила министр экономики, если помните, президенту. Хотя еще в прошлом году озвучилось то, что идет работа по подготовке проектно-сметной документации. Но сегодня мы слышим о том, что приглашенные подрядчики из России работали без проектно-сметной документации. Вы вообще можете себе представить серьезную организацию, которую вы привлекаете, вот, допустим, на простых примерах. Вы хотите построить дом, зовете мастеров и говорите построить. Я буду бывшему министру экономики, вице-премьеру за это очень и очень благодарен. Нужны факты. Если фактов нет, то это очень похоже на то, что вот навести тень на плетень. Хотел бы сказать, пользуясь случаем, что такие подходы, если факты не будут озвучены, не будут укреплять меры доверия между нами и не будут укреплять возможности для диалога с оппозицией. Поэтому я жду следующего заявления. Имена и фамилии. Если будут названы имена, фамилии и факты, то меры будут предприняты. Бывший глава администрации президента, я уже говорил, абхазский цивильный, который, уходя, сказал, что процветает коррупция в коридорах власти. Историки, ученые, ветераны, ваши бывшие коллеги из 6-го созыва,